Более 200 рукодельниц трудятся на фабрике за швейными машинками. Каждая из них выполняет определенную работу. Одни сшивают детали одежды, другие их соединяют, третьи пришивают карманы, молнии и бирки. Для того, чтобы создать один комплект одежды, нужно выполнить свыше 200 манипуляций. Костюм, да, нелегкий, он летний костюм с полукомбинезоном. Сам по себе сложный в чем? Потому что здесь очень много разных деталей и очень много операций на этом костюме. Если считать вместе, например, с этим же полукомбинезоном, да, например, где-то здесь получается у нас где-то приблизительно около 180 операций. Это получается, нам нужно задействовать от 160 до 170 швей, чтобы пошить вот этот костюм на конвейере. К тому же каждое изделие проходит тщательную проверку соответствия. Неровная или пропущенная строчка, неверно пришитый карман или бирка. Ни один комплект одежды с подобными недостатками не проходит отдел контроля. Такие комплекты идут на переделку обратно к швеям. Я отмечаю мелом, потом им отправляю, они исправляют, обратно приносят сюда. Но начало производства берет на другой стороне предприятия в раскроечном цехе. В этой стопке несколько десятков сложенных слоев ткани. Задача специалиста при помощи специального устройства вырезать составные части комплектов одежды. Среди них будущие рукава, штанины, карманы, воротники и другие элементы костюма и комбинезона. Специалисты отмечают, одно неправильное движение и вся эта ткань будет забракована. Поэтому к этой работе допускают лишь опытных. Gördüğüm kadarıyla şu anda Rusya'daki en güzel fabrikalardan biri. Ну, насколько вот я вижу, вот эта фабрика в России одна из самых красивых фабрик и лучших фабрик, которые я видел. Yani insanlar da saygılı. Люди, говорят, очень уважительные, говорят. Yani bir söylediğimizi anlıyor, hemen anlıyorlar. Yani o kapasite var. И уже, например, у нас нету проблем с языком даже уже, говорят, понимают, друг друга понимаем, говорят. Швейная фабрика в Алиюхте заработала около 2 лет назад. За это время здесь шили сотни тысяч единиц одежды, начиная от детских комплектов и заканчивая униформой всех видов, в том числе медицинской и военной. За этой витриной лишь часть моделей, которые сделаны рукодельницами из Ингушетии. Зарета Нальгиева работает на фабрике практически с первых дней, как ее открыли. Ее с детства привлекало швейное дело, очень хотела заняться этим ремеслом. Теперь уже набив руку и сшив не один десяток комплектов, женщина уверена, что сделала правильный выбор. К тому же рукодельница говорит, что настоящая горянка должна уметь шить. Узнала о работе и по объявлению, и от родственников. Мечтала устроиться, но по семейным обстоятельствам не получалось. И в итоге вот получилось и устроилась. Работой очень довольна, коллективом очень довольна. Мы как одна семья. Корпоративный транспорт, который привозит сотрудников со всех районов республики и бесплатное питание. Расходы на это берет на себя руководство фабрики. Кормят здесь 3 раза в день. Сейчас предприятие выполняет крупный заказ. Им предстоит сделать 20 тысяч комплектов специальной одежды для нефтегазовой компании. В среднем в день работники фабрики успевают сшить около 300 таких комплектов. Выполнить заказ планируется за 2-3 месяца. У нас общий один цех, вот, да, раньше это фабрики, здесь некоторые цеха были отделены, но мы как бы более модернизировали все, и у нас все производство в одном цеху получается, начиная от раскроенного отдела, вплоть до производства и упаковки тоже. Мощность фабрики позволяет принять на работу почти в 5 раз больше сотрудников, чем сейчас. Предприятию нужны в основном швеи. Принимают не только опытных рукодельниц, но и тех, кто шить пока не умеют. Всему обучат на фабрике. А тех, кого уже взяли в штат, ждет официальное трудоустройство, белая зарплата, отпуск раз в год и пенсионные отчисления. Все как положено. Потребность в людях очень большая, конечно. Сама фабрика рассчитана на более 1000 рабочих мест. На сегодняшний день у нас фабрика работает где-то на 20%, можно сказать. Сегодня даже если человек 500-600 человек будет, и сразу же только посади и работа вот уже оборудование установлено. Устроиться на фабрику можно, позвонив по указанному номеру. Желающим стать частью большого и дружного коллектива объяснят все условия трудоустройства. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.